вас, друзья. Сегодня 1 ноября 2024 года, 16 часов 20 минут по Берлину, 17 часов 20 минут по городу Джахару. Друзья, я вас всех сердечно приветствую. Извиняюсь, что немножко запоздал. Стрим наш вещается на канале в YouTube Реалити и на канале в ТикТок Аслан Арцуев. Я вас всех снова приветствую, друзья. К сожалению, я не могу вам привести все точные цифры потерь российских оккупантов в войне против Украины, но цифру по живой силе убитыми и ранеными я помню. За прошедшие сутки уничтожено 1000 и ранено 1460 бандитов и террористов, которые пришли на свободную землю нарушения международного права, развязали агрессивную широкомасштабную войну против Украины. Друзья, об этом и многом другом поговорим. Сегодняшний свой стрим я назвал «Расправа ФСБ, казнь украинских военнопленных за удар по базе во временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия». Давайте об этом и многом другом поговорим. Как мы знаем, на территории Чеченской Республики Ичкерия Россия ведет уже больше четверти века кровавую войну, уже 30 лет она ведет кровавую агрессивную войну против чеченского государства и ее народа. И все это время они нас обвиняли в том, что у нас мы какие-то террористы, у нас какие-то базы террористов там и так далее, и так далее. В итоге, после оккупации нашей страны, русские террористы создали террористическую базу, так называемый институт спецназа, там Русь или там Путин, как они его там по-разному именуют, видимо, шифруются, пытаются нас всех запутать. И это одна из таких главных террористических баз России после оккупации Чеченской Республики Ичкерия и ввода туда более 150 тысяч оккупационного на постоянной основе оккупационного контингента. А так во время войны на 17 тысяч квадратных километров, это меньше Киевской области, было введено одновременно 462 тысячи оккупационных российских войск. Сейчас около 150 тысяч находятся на постоянной дислокации, ну и плюс коллаборанты, которых насчитывается несколько десятков тысяч, там 10, 20 или 30 тысяч. Оккупанты и марионетки озвучивают цифру в 70 тысяч, что у них там штыков там и так далее. Ну, я не верю в эту цифру, максимум там может быть там 20 тысяч их наберется, ну, может быть чуть больше в пределах вот этой цифры, на мой взгляд. Через вот эту террористическую базу, институт Путина или Русь, или как он там у них называется, прошло десятки тысяч человек. Российская оккупационная пропаганда утверждает, что там до 50 тысяч, это со всей России, всех национальностей, в том числе из соседние там республики Кавказские, из дальних регионов фашистской России. Люди приходили, обучались, их экипировали и отправляли на смерть. И вот по этой базе нанесен удар. Мы знаем, что Рамзан Кадыров прямо говорил о том, что братские украинские и русские народы должны примириться за счет чеченского народа, типа мы должны предложить свои услуги, чтобы братьев помирить. Ну вот как-то так мы это слышали. И сейчас, ну вот этот процесс, вот этот план по примирению братьев русских и украинцев за счет чеченской жизни, чеченской крови, ну, развивается, полным ходом идет.
Как утверждает российская пропаганда, 50 тысяч прошло через эту базу террористов во временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия, ныне фашистская Россия, которая контролирует эту территорию. А, Захватили там несколько, там, ну, 30 там населенных пунктов, там какие-то там, видимо, деревушки по 20 человек, по 30 человек, населенные села, населенные пункты. Россия оккупировала Украину, наверное, их имеют в виду, ну, там, 30-40 каких. Ну, короче говоря, чуть ли не половина войны, которую сейчас вот ведется, если не всю войну, вели с этой террористической базы, и, конечно же, русских там не было, одни чеченцы, причем чистокровные. Проект «Хочу жить», там разные другие там экзотические пропагандисты украинские, они тоже, наверное, сейчас нам расскажут их этническую составляющую, генетический код нам расскажут всех. Но вот этот процесс сейчас идет. Ну, вот что самое главное и на что люди фактически не обратили внимания. Мы знаем, что во временно оккупированной Чеченской республики Ичкерия наравне с чеченскими пленными, чеченскими заложниками, также и сейчас начали пополняться эти заложники украинскими военнопленными. И нам показывали, как дети якобы Рамзана Кадырова, каких-то украинских пленных взяли. Все понимают, что это, конечно же, туфта полная. Но то, что украинские военнопленные находятся на территории временно оккупированной Чеченской республики Ичкерия, это мы все знаем. И вот нам сообщили сперва, Рамзан Кадыров, не подумав, сообщил, что это был всего лишь там укусили нас, это был огрызнулись на нас, там украинцы там заехали, сбросили беспилотник там и так далее. А следующее потом сообщение уже через какое-то время поступило, что во время атаки на здание вот этой террористической базы погибли украинские военнослужащие. Также нам ФСБ сообщило, что если же по другим объектам будут наноситься удары, то там тоже находятся украинские военнопленные. То есть мы понимаем, что некоторые украинские военнопленные могли быть казнены. Никаких пока доказательств мы не видели, но раз они так заявляют, значит не просто так они это говорят. И нужно, конечно же, более ужасающе, более грязно, более так демонстративно, преступно показать, что вытворяет Чеченская республика. А украинские экзотические пропагандисты как раз подхватят этот нарратив и начнут обвинять весь чеченский народ в том, что он там казнил украинских военнопленных. Ну, заметьте, это только чеченский правозащитник об этом говорит, не украинские средства массовой пропаганды, ни украинские средства массовой информации не сообщили об этом, по крайней мере, я этого не увидел. Ну, вот такая вот информация прошла, это очень важно нам знать, что ФСБ очень не хочет, чтобы наносились удары по их базам террористов, а также они демонстративно совершают военные преступления, тягчайшие преступления, которые, как обычно, в принципе, террористическая банда ФСБ совершает. Давайте об этом и многом другом поговорим. Карине, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я смотрю, что-то вы не активны тут у меня, ну, кроме хейтеров. Вот такие вот вещи происходят в фашистской России, друзья. Также, вот давайте продолжим наше общение. Во временно оккупированной Чеченской республики Ичкерия террористическая банда ФСБ и их пособники решили уже прямо призывать, не хватает им мяса,
Чеченцы не идут на войну, пользуясь случаем, снова и снова обращаясь к чеченцам. Ни в коем случае не идите на эту войну. Мне, конечно же, легко вы можете кто-то сказать, находясь в Германии, говорить не идти на войну и так далее, и так далее. Поверьте, мне было нелегко выехать и бросить прежнюю свою жизнь, начать вот все сначала, с чистого листа. И я давно предупреждаю вас о том, что нужно уезжать, сражаться, если уже нет другого выбора. Сражаться нету ни оружия, никакой перспективы поддержки всего этого мира. Мы видели, как этот весь мир лицемерно, трусливо, многолико оставил нас один на один с людоедом, когда уже драка началась. И поэтому мы, чеченцы, должны быть теперь уже опытные, мы должны знать, что мы только можем на себя рассчитывать, и больше ни на кого. Если кто-то из друзей, там, сторонников появится, отлично, будет поддержка, подспорье, но по факту этой поддержки мы не увидим, скорее всего. Поэтому мы не идем ни на сторону России, чтобы воевать, мы не идем на сторону Украины, потому что сейчас, пока Украина ведет античеченскую деятельность, их разные пропагандисты абсолютно целенаправленно разжигают неприязнь к чеченцам, как в самой Украине. Поэтому я, как человек, который всегда был не против того, чтобы чеченцы шли воевать в поддержку Украины, сейчас категорически всех чеченцев призываю ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах, пока политика Украины не изменится, это опасно в первую очередь для вас. Там есть некоторые, кто воюют, разная группа есть там и так далее, но такой организованной, добровольцы. Никакой ичкерийской в армии там представитель есть, добровольцы ичкерийские, никакой армии там нет. И поэтому за все это время и все, кто там воюет, они в принципе, ну, некоторые, конечно, говорят, что они в политике, некоторые говорят, что они не в политике. Поэтому категорически ни на ту сторону мы не идем, чеченцы. Надо это запомнить раз и навсегда. Это не просто там это нам выгодно или невыгодно. Нам выгодно, чтобы Украина победила. И мы должны все для этого делать, чтобы она победила. Но для того, чтобы сохранить свои жизни и свою безопасность, категорически я никому не советую сейчас ехать в Украину и воевать в рядах Украины. Против Украины, само собой, это преступник, бандит и мерзавец. За Украину даже сейчас нельзя воевать. Запомните это. Раз и навсегда. Это очень опасно. В Украине украинская армия воюет, а внутри там такой бардак происходит. Античеченская истерия, которую на России мы уже давно не видели, но просто там пышным цветом цветет. Какие-то русские агенты ведут себя, ну, абсолютно по-русски, как и положено, в принципе, им вести. Поэтому эти вещи нужно знать, запоминать и не поддаваться. Во время оккупации Чеченской Республики Ичкерия сейчас Рамзан Кадыров, точнее ФСБ, передает всем привет и сообщает Рамзану Кадырову, чтобы он нам сообщил эту информацию, что 84 тысячи призывного резерва у них, 8, это призывники от 18 до 30 лет получается сейчас. Это люди, которые будут призываться от 18 до 30 лет. Потом до 100 тысяч это мобилизационный резерв, это люди до 65 тысяч, грубо говоря, 184 тысячи человек, они мужчин, они собираются мобилизовать на войну. Они собираются, ну, может быть, 100 тысяч, это в общем имеется в виду, но может быть и 184 тысячи в целом. 84 это призывники, и 100 тысяч это мобилизационный ресурс. Ахмад Кадыров, отец Рамзана Кадырова, всегда призывал к войне против России нас, говорил, убивайте русских как можно больше, нас 1 миллион, русских 150 миллионов,
убивайте по 150 миллионов русских, по 150 человек, каждый чеченец убьет по 150 человек, и мы победим. Говорил Ахмад Кадыров, потом перешел на сторону России и говорил, что он очень гордится, что он человек Путина, и так далее, и так далее. Потом его сынишка, который призывал нас не воевать, не оказывать сопротивления России, надо созидать, нужно жить в мире и так далее. Теперь сынишка Рамзана Кадырова, а потом Ахмад Кадыров до своей смерти еще успевал говорить, почему мы должны всегда воевать, мы должны созидать, жить в мире. То же самое говорил его сын Рамзанка. Ну, теперь Рамзан Кадыров говорит, что если вы мужчины и мусульмане, выходите, сражайтесь. Причем здесь мужчины и причем здесь мусульмане, я вообще не могу понять. Какое отношение Украина имеет вообще к проблемам мусульман, что мусульмане должны ехать в Украину, чтобы что? Чтобы убивать украинцев там, чтобы что украинцы не сделали. Это, конечно же, программа ФСБ. Ни один мужчина, ни один мусульманин не имеет права туда ехать. Рамзан Кадыров говорит еще в своем выступлении, что мы обходились там, типа, мобилизацией своими силами, 3-10. Фактически они брали тех, кто легко шел, там где-то там за уголовные преступления, там за деньги, это тоже факт известный. И сейчас и этого уже не хватает, этого ресурса, этих людского ресурса не хватает, и теперь они решили воевать, поголовно всех мобилизовать. Конечно же, речь идет и о женщинах тоже, без сомнения. Сейчас мужчины пойдут, потом женщины, всех нужно мобилизовать, всех нужно поставить под ружье. Это план России, план ФСБ. Все должны принять участие, а как известно, если ты в войну уже втягиваешься, там получаешь ранение, убивают друга, еще что-то, все это уже война становится твоя личная. И уже это не важно, кто ее начал, кто на той стороне, кто на этой стороне. Убили друга, сам ранение получил, отомстить хочется, еще что-то сделать, азарт и так далее. И все, и война уже и живет по своим правилам. И вот поэтому, чеченцы, нам категорически нельзя попадать в эту армию. Конечно же, мне легко здесь вам это говорить. Опять вы можете это сказать. Ну, поверьте мне, другого выбора нет. Идти на смерть, это причем не просто на смерть идти, а идти на смерть самым подлым, самым лютым нашим врагом вместе. С ним заодно, ради его величия, ради его империи, ради русской империи идти воевать. Ну, я могу сказать за себя, я бы не пошел бы ни при каких обстоятельствах. Даже если меня расстреляли, я бы не пошел бы. Пока таких расстрелов, хотя были расстрелы, были казни в Чеченской Республике, украинские пропагандисты экзотические об этом не расскажут вам, об этом придется снова мне рассказать. Они не рассказывают про казненных украинских военнопленных, они не рассказывают вам про убитых чеченцев, которые не захотели воевать против Украины и были убиты у себя на земле. Ну, вот придется мне вам это все рассказывать. Вот такая вот ситуация. Ситуация эскалируется, усугубляется, и так будет, по всей видимости, дальше продолжаться. Другого выбора у России нет, у этой банды террористов нет. Они будут эскалировать, набирать людей, будут одних убивать, новых набирать, опять убивать, новых набирать. И вот так до бесконечности. Вот это такой конвейер смерти. Конвейер смерти. После того, как, я напомню чеченцам историю, в Первой мировой войне у меня дедушка принимал, двоюродный дед, ну, дядя отца, дядя, принимал непосредственное участие, в Японской войне принимал участие, в Первой мировой войне принимал участие. И когда они вернулись, Великая Российская империя перестала существовать, у них были награды, у многих были награды,
ну, так называемая вот эта конная дикая дивизия, там еще что-то там было, ну, разные они там были, группы, группировки, как и сейчас там Ахматы, Махматы, там третий, десятый, как та же дикая дивизия. В итоге они вернулись на пепелище, царская семья была расстреляна, той царской России уже не было, которой они служили, там, воевали, и оказались никому не нужными. А что умеет военный, кроме как воевать, ну, если у него другой профессии не было? Ну, мало что умеет, скажем прямо. И вот эти люди вот остались ни с чем. И потом в 1944 году, уже во время Второй мировой войны, они все поголовно, несмотря на ваши награды, на что-то вы были крутые, заслуженные, все умирали с голоду, холоду, расстреливались, убивались. И моя семья, семья моего отца, она тоже этого не избежала. Хотя там дядя был заслуженный человек для этой фашистской России. Ну, казалось бы, да, ну, хоть какие-то привилегии должны быть там, хотя питание должно быть какое-то там и так далее. Но люди умирали просто в огромном количестве, просто от голода и холода. И были врагами народа, фашистами, предателями там, Советского Союза, подарившими белого коня Гитлеру, хотя Гитлер, ни немцы на территории Чечении и Ингушетии не оказывались, они бомбили там Моздок, там где-то окраины, но не было, кстати, Моздок это была наша земля, так, на минутку, да. И вот эти вещи вот снова повторяются. Не идите по этому же пути, не идите. Не будьте инструментами в руках империи. Не дайте себя использовать во вред не только своему народу, но своим семьям, своим детям, своим внукам. Так, давайте почитаю ваш комментарий. Ва алейк салам, всех я вас приветствую. Тогда вопрос, если Кадырка говорит такое, то только вопрос, за что? Мы что, зря помогли народу свободной Ичкерии во время чеченских войн? Александр Васильев. Так было со всеми народами, которых боялся совок. Так, вопрос, если Кадырка говорит такое, то только вопрос, за что? Александр Васильев, совершенно верно, вы правы, но Рамзан Кадыров убивает чеченцев, убивает в угоду России. Апти Алаудинов, которого украинская пропаганда называет каким-то чеченским генералом, там, чеченским там, каким-то третьим, десятым, этот человек убивал чеченцев. Еще когда украинцы помогали вот, убивать чеченцев, вот тогда этот Алаудинов убивал чеченцев. Они больше ненавидят нас, чем кого-либо то ни было на этой земле. Поэтому это нужно понимать. И они будут убивать и других, кому им прикажут. К большому сожалению, да, это так. Ва алейкум салам, ва алейкум салам. Ассаламу алейкум, саночи, бусалваш. Ассаламу алейкум, ассалам, тихий Машор, Амирхан, ва алейкум салам. Думаешь, Трамп выиграет? Думаю, выиграет. Я думаю, выиграет. Я думаю, выиграет. А ваше отношение к войне Израиля с Хамасом и Хизбалла? Ну, что значит, какое мое отношение? Что вы имеете в виду? С террористами борется Израиль, борется за свое существование, за физическое выживание борется. Это, мне кажется, законные основания, чтобы бороться. Просто им отказывают и в государстве, и в праве на жизнь. Как нам, чеченцам, отказывают, точно так же и евреям отказывают и в государстве, как и нам, и в праве на жизнь. Но они борются, правильно делают.
Так было совсем. Ассаламу алейкум, ассаламу алейкум, ассалам. Все будет Ичкерия. Дай мула, бег ночи. Дай мула. Дай мула. Все будет Ичкерия. Так. Спасибо, спасибо. И вам, Чарльз Дарвин. Чарльз Дарвин. Так, Светлана, дякую. И вам, Светлана, спасибо. Как вам помогает, когда у власти у вас агент Кеннеди? Корине, вы слишком здесь очень такие резкие вещи говорите. Сырский как раз мясником, не берегущим украинских солдат, Сырского вот, называют российская пропаганда. По поводу Зеленского, я не считаю Владимира Зеленского агентом российских спецслужб. Я считаю, что он оказался между молотом и наковальней. У меня большие претензии к Владимиру Зеленскому. Но я не считаю Владимира Зеленского агентом российских спецслужб. А если бы я считал бы, я вас уверяю, я был бы первым, кто об этом кричал бы больше всех. Про Ермака тоже говорят, что агент там. Ну, кто говорит про Ермака? КГБшник Швец об этом говорит. Вначале Швец, причем нужно признать, Швец это толковый парень, при всем, ну, парень относительно, это взрослый уже мужчина, толковый парень, очень умеет вербовать людей, красиво говорить, но он лжет, как и КГБшники все, а КГБшникам лучше не верить, так, заранее, априори лучше не доверять КГБшникам. И он вначале, когда возник конфликт у него с Гарри Табахом, и они начали обсуждать, Гарри Табах топил за Трампа, а Швец топил за демократов, я начал говорить о том, что ну, там, Табах поддерживает Трампа, потому что там перенес посольство Израиля в Иерусалим, американское посольство в Иерусалим в Израиле, ну и так далее, там типа, поэтому Табах может его поддерживать. Мои догадки, мои предположения были на эту тему. И Швец против Табаха, потому что Швец за демократов. Если кто помнит, кто смотрел Швеца в начале, Швец торжественно заверил всех, что он не за демократов, что это вообще его не касается, демократы, там, республиканцы, он за Украину, он за правду, за справедливость. А теперь он прямо открыто уже не скрывает и топит за демократов. Ну, это вот одна из таких, можно даже сказать, безобидных ложей, ложи или лжи, которую я просто просек за этим человеком. Он работает на демократов. Мне не нравится, мне очень многое объясняет некоторые слова и некоторые резкие даже слова для офицера в отставке или в запасе, не знаю, как правильно, в отставке, по-моему, Гарри Табаха в отношении своей власти. Но он многое объясняет, он расставляет точки над «и», как демократы заигрывают. Соросятина, соросовцы заигрывают с Путиным, с Россией. Знаете, это многое объясняет, почему произошел геноцид чеченского народа. Это очень многое объясняет. Я, например, считаю,
ну или же, скажем так, не только их, но в том числе и их, что Германия и Франция виноваты в том, что сейчас фактически началась Третья мировая война, потакая России, Германия и Франция вот довели наглость и дерзость Путина, ФСБ вот до вот этих сегодняшних масштабов. Но тогда здесь появляется еще один бенефициар. Это демократическая партия, получается. Если исходить из того, что говорит Гарри Табах, и исходить из того, что и Франция, и Германия тесные союзники с Соединенными Штатами, и если бы Соединенные Штаты попросили бы не делать того, что делали Меркель и Оланд, по-моему, тогда был, я, может, ошибаюсь, в Франции президент. Они могли попросить, не давайте эскалировать, не давайте так далеко зайти этой проблеме. И то, что делать, то, что, например, демократы в лице, хотя есть демократы, которые на самом деле заслуживают огромнейшего уважения в Америке, но вот та, может, группа демократов, которые сейчас последние годы, начиная с Клинтонов тогда, наверное, получается, потому что Билл Клинтон, демократ, который призывал малой кровью уничтожить чеченскую свободу, независимость, их права. Ведь сегодня мы все боремся за Украину, все даже не обсуждается вопрос, а может Украина это не государство, может это не должно этого государства быть. Этот вопрос даже не стоит на повестке, хотя Россия об этом говорит, очень много говорит. Просто этот нарратив, он не проходит у них. В мире он гасится. А тогда почему чеченское государство не должно быть, если украинское есть? Мы также вышли из состава Советского Союза, также после развала этого Советского Союза. С нашей территории были раньше всех выведены российские и советские войска в июле 1992 года. На постсоветском пространстве это первая республика, с которой были выведены войска. Но почему-то наш вопрос почему-то замалчивается. И нас можно малой кровью. А почему нельзя Украину сейчас малой кровью было? Зачем джавелины давать? Зачем хаймарсы давать? Зачем самолеты давать? ПВО давать? Пусть сами как-нибудь там. И потом часть России все признаем. Так же должно быть. А вот именно так Билл Клинтон поступил. А вы знаете, что после того, как демократы и Соединенные Штаты Америки так поступили, отдали на откуп людоеду Чеченскую Республику Ичкерия, ну то есть народ, мы так, не просто государство берем, там люди, у которых была жизнь, у которых были мечты, какие-то планы, перспективы, здоровье, деньги, работа, учеба, все этого нет. Целое поколение, весь нация, народ, пласт просто вырезан, разбросаны по всему миру, дискредитированы, втянуты в разные сомнительные мероприятия. Ну вот что произошло. Затем дальше прилетела госсекретарь Клинтон, уже супруга Билла Клинтона, Хиллари, да, или Моника Клинтон, или Хиллари Клинтон, как ее там, которая решила перезагрузку делать с людоедами, которые только что уничтожили чеченский народ на глазах всего мира. Потом все вместе объединились, весь мир объединился и боролись с терроризмом, из которого вот бывший немецкий министр внутренних дел Шобле, он сказал, что он ошибался. Министерство внутренних дел Германии, которое активно помогало России бороться с терроризмом, с международным, оказывается, не было там никакого международного терроризма. А ведь именно потому, что Билл Клинтон, демократы, да, наверное, нужно эти вещи проговаривать. Американцы тоже должны знать, что у них тоже не все так безоблачно. Ведь именно потому, что отдали России
на откуп Чеченскую республику Ичкерия и ее народ. Именно поэтому сотрудники ГРУ совершили нападение в 2001 году на башни-близнецы. А кто за это должен отвечать? Один Путин должен отвечать, или, может, Билл Клинтон должен тоже за это ответить? Ведь тогда погибло 3000 с чем-то американских граждан. Об этом Константин Боровой рассказывает, что к нему обратились, он же не шейх, не Ванга, Боровой, Константин Натанович Боровой, он же не Ванга, он не шейх, он не предсказатель. К нему пришли сотрудники ГРУ, он же не мог знать, что 11 сентября или в ближайшее время будет нападение. Ему во сне это не приснилось. К нему пришел сотрудник российских спецслужб ГРУ, пришел и рассказал, что смотри, вот такая вот каша, готовится нападение на Америку. Он пришел в американское, Боровой пошел в американское посольство. Это все открытый источник, это все легко проверяется. Боровой вот в Америке живет, можно его опрашивают, допрашивают, общаются с ним. Человек есть. Он пошел в американское посольство, ему сказали, мы некомпетентны брать эту информацию у вас. Так, скажите, есть звук? Появился звук? Появился звук. Звук появился? Есть. Ага, звук появился. Есть. Отлично, отлично. Нет, Чарльз Дарвин. Я имел в виду в YouTube мне позвонили. Спасибо за подарки, друзья. Спасибо.
Кстати, кто мне раньше дарил, я иногда забываю поблагодарить, заранее всех благодарю. Дякую, дякую. Германия, звук есть, говорит Давид Сакя. Ясно, ясно. Все, звук вернулся. Будем честны, до начала полномасштабной войны так и было. Если бы народ Украины, если бы не помощь тех людей, которые в первые дни пришли нам на помощь, в основном народы Кавказа, которую Украина ранее. Да, Александр Васильев, совершенно верно. Хорошо, что вы помните. И не забывайте, пожалуйста, это. Ведь вначале на вас набрасывались кадыровцы, это как единственная сила, непобедимая, сокрушающая все на своем пути. И именно тогда пришел Иса Мунаев, именно тогда наш президиум правительства, это легитимный чеченский государственный орган власти, они отправили туда, от них туда пришел Иса Мунаев, командир батальона Джахара Дудаева. Ахмед Закаев тогда говорил не ехать туда, Исе Мунаеву, мне ребята из Украины это рассказывали, что мы тебе должность дадим в Чечне, мы тебе там $1 миллион, там министерскую должность дадим в Чечне. Ахмед Закаев давал должность этому Исе Мунаеву в Чечне, которая оккупирована, а ты вроде бы там ичкерийский какой-то там большой босс, и как ты дашь должность? Извините меня. И вот они поняли, что Ахмед Закаев работает на Русню. И они мне это рассказали. Иса Мунаев, к сожалению, погиб. Но его товарищи, они все знают эту историю. И кто тогда был? И сейчас Аят Идигау не приглашается, Алла Дудаева не приглашается на украинские каналы, в Украину. А Ахмед Закаев, который тогда говорил, не едьте, не поедьте, самое первое время было, когда самой Украине нужна была помощь, когда была дезориентация полностью была. И поехали только настоящие, которые помогать ехали, потому что это был важный момент. И Иса Мунаев это отлично все понимал. И наш президиум это понимал. А когда начиналась широкомасштабная война, украинцы, не забудьте этот момент. Когда широкомасштабная начиналась война, за месяц, за несколько месяцев до этого, меня предлагали мне работать на российскую. Опять же, из правительства Ахмед Закаев, так называемого правительства, никакого нет. Это Шарашкина контора. Чтобы я работал против Украины на российскую разведку. Вот так вот. Это тоже нужно знать и помнить. Кстати говоря, чтобы вы понимали. Очень интересные, неожиданные вещи, говорите. Для меня это открытие участия ГРУ. Что, это известный факт. Это известный факт. Смотрите, когда началась война в Чеченской Республике, вот уже первая началась, Джахар погиб, администрация демократов, администрация западных стран через ОБСЕ. Вы заметили, куда делась ОБСЕ в Украине? Вы заметили? Это ОБСЕ так себя дискредитировала, так себя напичкана она была российской агентурой, что вы видите, теперь они ни почета, ни уважения в Украине не получают. Все, нету их больше. И были постоянно трения, помните, жалобы постоянно с украинской стороны, постоянно на это ОБСЕ. Там они где-то косяк запороли, там какую-то информацию слили. Всегда так было. А мы считали, что если это Запад, если это... я, по крайней мере, молодой был, мне казалось, это чуть ли не святые люди к нам приехали, от ОБСЕ, там помогали нам. И был такой деятель Тим Гульдеман. Тим Гульдеман. Этот человек возглавлял ОБСЕ в Чеченской Республике, Ичкерия, и якобы договаривался о мире и так далее, и так далее. Когда Джахар Дудаев был убит, был процесс на то, чтобы слить разница между первой русско-чеченской войной и второй русско-чеченской заключается в том, что в первой войне у нас был шанс победить, а во вторую мы вступили без шансов победить. Стратегически, как сейчас Россия вступила
стратегически в проигрышную войну для себя. Вот точно так же мы во вторую вступили. Стратегически у нас не было никаких шансов победить. Но в первую войну у нас были шансы. И вот почему. Джохар Дудаев, как грамотный человек, и его соратники, как очень грамотные, умные люди, они подготовили так, подготовились к этой войне, что привлекли международные институты. Как мы знаем, международные институты – это очень серьезные институты. Хоть они по-разному работают, по-разному там всякое бывает, но при всем при этом это очень важные и очень мощные институты. Они не зря так тратятся миллиарды долларов на них, не зря их столько лет держат, там, усовершенствуют и так далее. Это рабочий инструмент. Нужно уметь пользоваться этим инструментом. Вот вопрос. И мы вступили в войну, что вот эти международные институты обязаны были решить эту проблему. Они были втянуты. Силы в Америке, силы в Англии, силы здесь в Европе. Эти все силы не могли просто так сказать: все, мы оставляем все это как есть, и пусть с чеченским народом что угодно будет, но мы все, закрыли глаза. Нет. Нужно было завершить этот конфликт. И этот конфликт начали завершать. После гибели Джохара Дудаева его начали завершать так, как будто мы часть России. И этому начал способствовать ОБСЕ. Вот, вот это действие ОБСЕ было. И вот тогда, когда уже Джохара не стало, когда Первая война закончилась, и нас фактически начали признавать частью России, да, зачем мы воевали, зачем президента избирали, зачем у нас все это было, если нас признавали частью России. Во вторую войну мы уже вступили фактически без поддержки. Были по инерции та поддержка Запада, международных институтов, лиц, втянутых, должностных лиц. Они тогда были некоторые при должностях еще с первой, еще Дудаева знакомые, еще с первой русско-чеченской войны, принимавшие участие во всем. Но во вторую русско-чеченскую войну мы уже вступили так, что нас нужно было представить исламистами и свести наше национально-освободительное движение к исламскому фактору. И Путин на одном из своих совещаний, когда они понимали, что Запад давит, международные институты давят, США давят, Англия давит, они говорили, что мы не можем, мы должны с этими чеченцами сесть за стол переговоров. Мы не можем их просто так уничтожать, потому что чеченцы не заканчиваются. Убивают одного, приходит второй, убивают его, появляется третий. Требует переговоров, требует разговоров, требует правовой оценки происходящего. А что нужно сделать, чтобы не давать, если давать правовую оценку, то нужно признать, что они сами все террористы, россияне, что они убивают невинный народ, нарушили, сами взорвали свои дома в Москве, ну и так далее, и так далее, и так далее. Все теракты они совершали, 99% терактов совершали русские спецслужбы, и тогда это все всплывет. А победителей, как известно, не судят. Нужно победить любой ценой. И вот начал вот этот процесс происходить, и тогда на одном из совещаний, когда все возмущались, что ничего не могут сделать, этот Запад не дает России победить, там приходится там как-то учитывать, и нефть нужно продавать, и газ нужно, и в G7 нужно быть, и в G20 быть, и так далее, и так далее. Буш прилетел, увидел человечность в глазах Путина, что это нормальный парень там, и так далее, и так далее. И вот в итоге было принято решение, и Путин это решение озвучил. Он сказал, что недолго Америка будет на стороне, Запад будет на стороне чеченцев. Это было в 2000 году. В 2001 году произошло нападение на башни-близнецы, на Пентагон, на Соединенные Штаты Америки. И после этого, не сразу даже, тогда не сразу, но потихонечку чеченское сопротивление было пристегнуто, по-другому это и не назовешь, было пристегнуто к всемирному исламскому джихаду, так называемому, который тоже очень-очень подозрительно имеет контакты и
корни э, ГРУ и ФСБ, КГБ СССР. Вот очень с советских времен, еще уже 100 лет или 80 лет, вот эти все арабские террористы и все остальные там исламисты и фундаменталисты по какому-то большому странному стечению обстоятельств, почему-то они говорят на русском хорошо, имеют связи с фашистской Россией и так далее, и так далее. Везде, куда ни посмотришь, обязательно где-нибудь ГРУшник или ФСБшник там где-то вырисовывается. И вот фактически тогда чеченский народ остался один на один и просто дрались, потому что нужно было драться. Потому что они пришли тебя убивать, тебе нужно было драться. Мы все, почти все чеченцы мусульмане. Мы все говорим Аллаху Акбар, мы говорим Аллах, мы говорим Бисмиллахи Рахмани Рахим. Это наша религия. Религия не запрещена ни в Германии, ни в Израиле, где я, кстати, очень много исламофобов в последнее время вижу. Хотя это и в том числе и, наверное, ответная реакция, потому что вижу и юдофобов, и антисемитов, махровых таких, ГБшно-клинических. Ну вот такие вот вещи начали происходить, и чеченский народ, который остался один на один, прямо встал вот в эту колею. Никаких там проповедников не осталось. Вот эти все религиозные деятели, причем активное участие в этом принимала Турция, страна НАТО. Турции это тоже, турецкие разведки, это тоже было очень выгодно представить чеченцев исламистами, каратистами. Была надежда, что вот если там Докка Умаров объявляет Имарат Кавказ, то есть ничего демократического, ничего того, чего там добилось человечество за последние там века, достаточно просто объявить джихад, Коран и Сунна, мы придерживаемся только вот этого, и все люди на всей земле, там все мусульмане слетятся, помогут, спасут, там освободят. И по первое время даже казалось, что какое-то финансирование появилось, какое-то сопротивление, новая жизнь начала вдыхаться в наше сопротивление. Но потом, когда вы сводите все факты воедино по истечению времени, вы наблюдаете, что Докка Умаров 2007 году в декабре месяце объявил об Имарате Кавказ. Не как президент, а как частное лицо просто заявил, никакого документа на нашего официального ресурса, ну то есть в соответствии с законодательством Чеченской Республики и Конституцией Чеченской Республики, Докка не объявлял Имарат Кавказ. Ну просто сказал, вот я амир Имарата Кавказ. Все. На этом заканчивается вся правовая юридическая основа. И хотя Докка не имеет права, будь он даже дважды президентом, он не имеет права это делать. Потому что он президент в рамках определенной конституции. Соответственно, выходить за рамки он не имеет ни он, никто. Царей у нас нет, королей нет. Самодурством заниматься никто не имеет права. Но Докка принимал эти решения в силу сложившихся обстоятельств. Он был воин. Он просто воевал против России. Это вот один момент. Но когда в 2007 году, в декабре, обратите внимание, в декабре Докка объявляет о том, что он объявляет об Имарате Кавказ, за месяц заранее до этого здесь так называемые демократы, которые сейчас изображают, ну они уже 20 раз поменялись, то они радикальные исламисты, потом они демократы, потом опять. И это никого не смущает. Самое главное, ни демократические, ни западные вот эти институты не смущают. Человек прыгает на эту сторону, потом на эту сторону, потом вообще что-то другое выкидывает. Это на Западе устраивает. Ну ладно, Запад мы уже привыкли там. И лицемерие, и реал-политик так называемая, допустим. Ну, а куда смотрят радикальные исламисты? Я вот с них удивляюсь. Вы же вроде бы принципиальные должны быть. Ваш то демократ, то исламист, то демократ, то исламист. Вы определитесь, вы тоже, как удобно, что ли, получается. И вот за месяц до этого демократы, так называемые здесь, в Европе, которые якобы помогают нашему сопротивлению на Кавказе, а на самом деле дискредитируют все чеченское сопротивление и весь чеченский народ здесь на Западе, они объявляют, что они теперь президенты, то есть премьер-министры.
Президент еще ДОКа не объявил. В ноябре сообщает Ахмед Закаев, что по его стопроцентной информации ДОКа получил $500 миллионов и перебирается в Сирию от российских спецслужб. И вот, чтобы вот Ичкерию спасти, брошенное знамя, оно еще не брошено, на минутку, оно и не было брошено. Ну, как будто бы брошенное знамя, за месяц до того, как будто оно будет брошено в ноябре, Ахмед Закаев уже поднимает это звание и со своей вот этой ГБшно-театральной труппой, которая изображает из себя власть чеченского народа. И только через месяц ДОКа Умаров объявляет об Эмирате Кавказ, никуда в Сирию не уезжает, 500 миллионов у него нет, и он умер, в отличие от всех нас, на своем пути, сражаясь с врагом, многовековым врагом, он погибает. И вот начинаются вот эти все качели. На Западе, в Европе, на Западе нас представляют исламистами, радикалами, Эмират Кавказ. ДОКа берет, я не знаю, сейчас уже искусственный интеллект делает все, что возможно, это может любой сделать человек. Поэтому я не верю, что ДОКа Умаров брал на себя ответственность за взрыв Домодедово, хотя я это смотрел, я тогда в это верил. Сейчас я уже не знаю, во что верить. ДОКа Умара, там, взрыв Домодедово, аэропорт, там теракты против, ну, такие вещи он говорит, ну, чисто террористические. Фактически, мы во всем мире, а ДОКа ассоциируется как последний президент Ичкерии, юридически это не имеет никакой силы, но для мира, для русской пропаганды это очень удобный жупел, чтобы говорить, что чеченцы исламисты, каратисты и так далее, и так далее. И вот нас потихоньку сводят вот к этому состоянию, когда мы выведены за рамки международного права. Нас только убивать можно. Убивать, вообще оскорблять, дискредитировать, обзывать, представлять нас людоедами, убийцами, там, недоговороспособными. Вот этот процесс идет. Любой чеченец, который начинает против этого говорить, вот я как человек, который начал что-то говорить, я могу сказать, что, ну, вы многие даже не поверите, то давление, которое на меня оказывалось, оказывается и, вероятно, будет оказываться в дальнейшем. Та хитрость, не просто там, просто физически как-то, хитрость, вероломство, какая-то, это очень такие сложные вещи, которые, наверное, будь я чуть помоложе или менее опытный, я бы, наверное, может быть, не так бы себя это все воспринял бы. Но я уже состоявшийся взрослый человек, поэтому им не удастся ни при каких обстоятельствах никак ничего добиться от нас. Вот такого вот плана были вещи. Одновременно с этим, как я уже сказал, 2001 года шла программа по представлению чеченцев исламистами, террористами. Турецкая разведка помогала одновременно, договариваясь там с Россией. Россию это полностью устраивало, Запад это полностью устраивало. Как-то нужно было вопрос чеченский решить, закрыть его. Турецкие спецслужбы под видом братьев-мусульман совершали вероломство по отношению к чеченскому народу. Как всю свою историю турецкие спецслужбы так себя вели. Всегда договаривались с русским царем, прикидываясь, знаешь, братьями, там, где-то чуть-чуть помогая и в 1000 раз нам нанося стратегический, колоссальный вред. И вот продолжается, вот в том же духе все продолжается. В том же духе. Фактически чеченцы сейчас уже не берутся в расчет. Турецкие спецслужбы имеют свою агентуру тюркоязычные народы, которые проживают и в Чеченской республике, и в других частях Кавказа. Чеченцы убиты, дискредитированы. Любой человек, кто начинает говорить что-то, особенно такие вещи, как я, можно сказать иншаллах, машаллах и все. И тогда к тебе никаких вопросов. Ты просто опасный для международного сообщества какой-нибудь там исламист-радикал, но ты не представляешь угрозу для России. Потому что эту головную боль
Россия перекладывает на западные, услужливо готовых убивать мусульман только потому, что Россия их называет исламистами и так далее. И вот таким вот образом нас и расчеловечивали, и расправлялись с нами. Все международные институты, Интерпол, Минтерпол, э, Полупол и все остальные полы, они все работали против чеченского народа и государства. Они все делали то, что говорила Россия. Через Интерпол столько чеченцев было арестовано, выдано на пытки, на смерть, которые некоторые были запытаны, убиты и так далее, а некоторые пошли служить. И сейчас они, зная, какое вероломство совершала Европа, Запад по отношению к этим людям, эти люди будут люто ненавидеть и бояться Запад и не доверять этому Западу. Понимаете? Теперь они не перейдут уже на сторону Запада, которых через Интерпол там выдали, попытали, сломали, он согласился работать, потом они ему дали должность, машину, и все, он избежал там пожизненного срока, который ему грозил от России, который здесь Запад выдал через Интерпол. Вот такой вот этот суровый, лицемерный, коварный мир. И нам, чеченцам, нужно разобраться в этом во всем. Разобраться, занять свою позицию и знать, что кроме нас самих, нам никто не поможет в этой жизни. Никто. Как-то так, друзья. Как-то так. Давайте почитаю ваши комментарии. То, что позволили сделать с чеченцем, это позор всему цивилизованному миру. Да, Андрей, совершенно верно. Абсолютно так. Абсолютно так. Не знаю, как для большинства мира, но для меня, как и для моего окружения, чеченцы — это просто люди, которые хотят жить свободно в мире на своей земле. Совершенно верно. Добро с кулаками. Кто сделал теракт 11 сентября 2001 года? Я только что об этом очень долго рассказывал, добро с кулаками. И я считаю, я более чем уверен в том, что за этими спецслужбами стоят, за этими ударами стоят российские спецслужбы, и этому есть масса просто доказательств, масса. Более того, когда вот это все начали выявлять, выяснять, вот этот фильм «Воздействие», вы видели, наверное, некоторые его, да? Вот в этом фильме говорится не просто про 11 сентября, что колоссальный удар, там, представьте, нанести, убить более 3000 человек, просто таким мощным резонансным террористическим актом, но русские спецслужбы и русская православная церковь совершала школьные расстрелы. Можете себе представить? Это невероятно, это просто, это все нужно понять, разобраться в этом. Представьте, американских детей, как и чеченских детей во временно оккупированной Чеченской республики Ичкерия, американских детей напичкивали пропагандой, подготавливали, и чтобы он становился, сам вот этот молодой человек, жертва русской православной церкви и террористической банды ФСБ, становился орудием убийства своих одноклассников, и потом самому, он сам становился убитым, его ликвидировали, убивали. Представьте, это делали российские спецслужбы, это говорят американцы, это расследование американских журналистов, разных там, я думаю, спецслужбистов и других, и третьих, и эта информация, она, ну, повергает в шок просто. Вы можете себе представить? Это делалось для того, чтобы доверие простых американцев к своей власти подорвать. То есть американцы гордятся своей неизменной конституцией, своей там борьбой за права, там третье, десятое и все остальное. У них честная, славная история. И нужно сделать так, чтобы разлюбили эту историю, разлюбили свою страну, перестали верить в нее.
Представь, в идеалы этой страны люди, которые взращены на этих идеалах, они должны были разочароваться в этих идеалах. Невероятно, представьте себе. Невероятно. И кто-то мне потом говорит, что ФСБ будет прощено после этого. Никогда этого не произойдет. Никогда. Потому что, во-первых, никогда американцы не прощают такие вещи. Во-вторых, если американцы такое простят, то никогда не будет великой свободной Америки, которые расстреливали детей в школах, за этим стоят русские православные церкви, русские спецслужбы, и американцы это стерпели. Это ни одна страна этого не против, тем более такая великая страна, как США. Вот про 11 сентября, про другое, огромное количество. Например, взрыв в Бостоне, совершенный братьями Цернаевыми, за этим тоже без сомнения стоят российские спецслужбы и лично бывший мэр, на мой взгляд, лично бывший мэр Махачкалы Саид Амиров, который завербовал старшего брата, через которого они завербовали Тамерлана Цернаева, младший Джахар, это просто слепой исполнитель, который шел за старшим братом. Вот старшего брата они окучили, он тоже жертва, Тамерлан Цернаев, хоть он и убийца, террорист, это даже не обсуждается, это факт, но он сам также использованная жертва, которая, и знаете, сейчас я уже думаю, покушение на Дональда Трампа, которое было последнее вот совершено, когда молодой человек, я его назвал сумасшедшим, я его назвал в том смысле, что его свели с ума, что он тоже жертва. И я убежден, что это русские спецслужбы пытались таким образом через этого американца, молодого человека, который стрелял в Трампа, таким образом убрать Трампа с пути. Вот такие вот процессы они совершают, такие вещи они делают. Вот братья Цернаевы совершили убийство людей в Бостоне, взрыв был. Джахара я вообще не рассматриваю. Если меня кто-то услышал бы, было бы хорошо, если меня кто-то услышал, то у нас, у чеченцев, это железное правило, это впитывается. Вот мы такие, а суд должен быть объективным, всесторонним, непредвзятым. Мы знаем все определения суда. И если суд исходит из непредвзятости, объективности, то Джахар Цернаев, да, он преступник, он террорист, он бандит, но он слепой исполнитель. Он просто обязан, он может категорически не соглашаться, он может люто ненавидеть своего брата за то, что его заставляют делать, но он обязан это делать. Это воля, то ты перестаешь быть чеченцем, вся твоя жизнь, это колоссальный удар для чеченца не послушаться своего старшего брата. Особенно, если там тебя зовут, наверное, всех деталей можно ему там тоже по ушам проехал, а брат это авторитет. Поэтому считаю, что Джахар Цернаев – это человек жертва, как и Тамерлан Цернаев. Ну, Тамерлан – осознанная жертва, а этот абсолютно безвольная жертва. Безвольная Джахар Цернаев. Вот за этим террористическим актом, для того, чтобы совершить дискредитацию чеченцев, был совершен этот ужасный террористический акт, за что я, конечно же, выражаю отдельные соболезнования всем погибшим, родным и близким погибших, и искренне сожалею, что так произошло. Ребель, Баркал. Да, и он был ребенком, Альберт, совершенно верно. Большому сожалению, это произошло. И знаете, ирония судьбы заключается в том, что мы возвращаемся к администрации демократов, которые фактически предали Чеченскую Республику, Джахара Дудаева лично. И по иронии судьбы, вот такое вероломство со стороны Билла Клинтона и администрации тогдашнего президента Соединенных Штатов нанесли не только
вот этот удар по небоскребам, там, что Россия почувствовала, что нужно Россию, Америку втягивать в борьбу с международным терроризмом, с исламизмом, каратизмом, там, третье, десятое. Спасибо за подарки, друзья. Несмотря вот на вот это все, получилось вот такая вот коварство, такое подлость, такое вероломство получилось. Очень жаль, конечно, очень жаль. Я постараюсь исправить отношения. Не знаю, как у меня это получается. Говоря правду, не понравится, конечно, американцам, может, не понравится эта правда, но, к сожалению, без правды мы никуда не сможем двигаться, и ничего мы не сможем добиться. К большому сожалению, правда, она такая, не очень приятная. Теракты во всему миру пошли, когда ФСБ захватили власть в России. Да, в Крокусе ФСБшники спалились, люди в синих свитерах кричали, двери закройте, снимали на телефон, как толпа уходит из зала. Была это тоже информация, не знаю, насколько она там достоверная. Так, дальше. ОБСЕ это то же самое, что и ООН. 30-50 метров от тоннеля Хамаса стоят доблестные ООН. Баркал, Ребель, дал Савель. Усама бен Ладен существовал? Конечно, я думаю, существовал Усама бен Ладен. Черное это белое, а наоборот можешь болеть совесть. Да. Зачем Рашке убивать Трампа? Зачем Рашке убивать Трампа? Ну, исходя из того, как сейчас все визжат просто на России по поводу Трампа, мне кажется, он очень им не нравится. Они пытались скрывать это, но он очень им не нравится. Очень. Я не знаю, какую пользу он принесет чеченцам. Я знаю то, что русским он точно не нравится. Это я уже в этом убедился. Валейк салам, Чернев. Как тебе без родины и флага, говорит? Как это мне без родины? Во-первых, флаг ты видишь вот здесь. Родина, она вот здесь. Какие вопросы? Все у меня отлично, не волновайся за меня. Не волновайся. Салам, шалом из Израиля от Грозненских. Шалом, Садик. Шалом. Баркал, Ребель, что ты меня сегодня завалил подарками. Спасибо, что вы не согласились работать против Украины. Тоня, Антония. Это, пожалуйста, никаких вопросов. Я это делал ради справедливости, а не только лишь ради Украины. И не только я об этом, я отказался от такого заманчивого предложения. Я об этом сразу же поставил известность в Генеральную прокуратуру Германии. Я поставил в известность украинскую общественность и дедусику об этом, которого, к сожалению, уже нет, сообщил. Ну и там блогерам, там некоторым, с которыми общался, украинским, сообщил. Ну и у себя в эфире об этом говорил. Но, несмотря на это, Ахмед Закаев, принимаем у вас в Украине, к сожалению. Баркал, брат. Это подарок, брат, называется, да? Ага, Ребель, спасибо. Дом в Каспийске в 96-м году ФСБшники взорвали. А зачем Рашке убивать Трампа? Дом в Каспийске в 96-м году ФСБшники взорвали. Добро с кулаками. Я не знаю вот какой конкретно про этот дом, который ты говоришь в 96-м году. Но если был это жилой дом, то, конечно же, только ФСБшники могли это сделать. А так я не слышал об этом, что там
дом. Ну, были, конечно, там теракты были, нападения. Я знаю, в Каспийске, по-моему, или в Буйнакске тогда на 9 мая какой-то парад взорвали. Если жилой дом, то это, конечно, ФСБ. А кто еще? Нашим это было точно никогда не нужно. И никогда до таких методов наши не опускались. Об этом сам Шамиль Басаев говорил. Что взрывать дома это намного проще. И прям, но мы до таких вещей не опускаемся, он говорил. Вот такие вот дела, друзья. Мне кажется, что на самом деле Россия поддерживает Трампа, только сейчас делает вид, что он нам якобы не друг, что большинство людей, наверное, поддерживает. Нет, я не думаю. Ну, смотрите, России не Трамп, ну, вот демократы, например. Вот если брать демократы, вот я вам рассказал историю демократов, которая известна нам, чеченцам. Вот что мне известно. Не чеченцы, может, больше знают, чем я. Ну, вот то, что мне, как чеченцу, известно, вот только эта часть мне известна. Это все там можно проверить из открытых источников информация. Но России от этого, как бы, знаете, я вывел формулу, что Байден это ужас без конца, а Трамп это ужасный конец для России. Поэтому мне кажется, лучшего результата, ну, победы у россиянам ждать не приходится, это понятно. Но то, что при Трампе это может произойти быстро и молниеносно, сокрушительно, это, ну, в принципе, я думаю, это и нам выгодно быстрее это закончить. Поэтому Трамп в этом смысле выгоден. И, ну, демократы это не значит, что они тоже какие-то марионетки. Нет. Если бы кто-то был бы чьим-то марионеткой и выходил бы за юрисдикцию Соединенных Штатов Америки, я вас уверяю, это мог быть бы и президент, или король там, или там, я не, 10 президентов, а он бы сел бы в тюрьму. Вот это железобетонный факт, лет на 500 сел бы. Потому что американцы, Америка предательство, измену наказывают очень сурово и очень строго. Как, в принципе, и должно быть. Поэтому нет там никакого там, Трамп путинский и так далее. Просто больше всего, я думаю, они не любят Трампа. Не хотят они Трампа. Мне так кажется. Ага, Каспийский был 2 теракта. В 96 году дом взорвали, в 2002 году на парад 9 мая. Ну вот я, наверное, про 9 мая 2000. А вот про 96 год я не помню, дом взорвали. Почему когда-то Америка вела войска на Афганистан, вроде бы они помогали же талибам оружием в войне против США? Неужели Россия натравила их? По мне, за теракты в Америке это не талибы были. Да, я тоже думаю, это были не талибы, это были саудиты, непосредственно это арабы были в самолетах. По крайней мере, то, что нам известно из расследования, а там расследование проводилось очень скрупулезно, очень сильно. И были арабы. Усама бен Ладен якобы прятался в Афганистане. И талибам сказали, выдайте их. Они отказались, и вот не стали выдавать, и вот они ввязались в эту войну. Конечно, война была абсолютно неуместная, ненужная, непонятная, но это сделала Россия, втянула Россия туда. Тут втянула. Тянула Америку. И вот таким вот образом нормально орудовала. Ужас, конечно, да, вот если такие вещи мы узнаем, есть какие-то, они договариваются между собой, там, начинают войны, причем это делается в угоду узкой какой-то политической группы, чтобы удержаться у власти, чтобы стать миллионерами и миллиардерами. Ужас просто, ужас.
Ужас. Так что вот такие вот дела, друзья. Патрушев — это реально Фредди Крюгер. Убивал во сне спящих людей, в домах взрывал. Да, да, и очень похож на него, кстати. Асан, сперва нам нужно копать, почему демократы отвернулись или почему не поддержали нас. Ну, я не знаю, Ичкерия, что нам... Смотрите, среди демократов есть люди, которые абсолютно адекватные. Там ведь нет такого, демократы такие, там, республиканцы такие. Сейчас идет речь о там, лагере Байдена и лагере Трампа. Вот есть такие республиканцы, есть республиканцы тоже разные, тоже так же и демократы разные есть. Я говорил именно о Билли Клинтоне, против которого было возбуждено уголовное дело. Президентом Джохаром Дудаевым озвучено это все было, вот об этом. Почему испортились отношения? Я не знаю, если они испортились по какой-то причине. Был вопрос с Югославией. Демократам нужно было любой ценой победить Югославии. Победить сербов нужно было. Россия могла препятствовать этому. Была опасность, что испортятся отношения с Россией, эскалация будет там и так далее. И Россия сдала своих братьев-сербов, вообще не напрягаясь, без проблем. Поэтому ну, я не могу сейчас сказать, чья была вина. Я уверен, что Джохар Дудаев сделал все возможное, чтобы эти отношения не испортились. Потому что не потому, что Джохар Дудаев был таким слишком добрым или слишком таким неконфликтным, не поэтому. Потому что он был в такой ситуации, что он готов был идти на любые условия. Главное, чтобы война была закончена, и мы не оказались в оккупации. Это единственное было условие. Но, видимо, посчитали, что мы будем иметь дело с русскими. И давайте закончим малой кровью. Поэтому мы должны знать, чеченцы, ни в коем случае не думать плохо про всю Америку, ни про других демократов, даже про других демократов. Должны понимать, что Америка, Соединенные Штаты Америки — это мировая цивилизация, это величайшая страна, с которой мы можем получить гарантии безопасности, дружа с которой, взаимодействуя с которой мы можем получить гарантии безопасности для нашей страны, для нашего народа, возмещение сатисфакции не в древнем понимании этого слова, а в нынешнем, что полное восстановление не только физического, там, материального, ну и морального восстановления, восстановление справедливости в отношении нас. И нужно понимать, чеченцы, что это может повториться, что беззаветно, закрыв глаза, демократы то будут, республиканцы то будут, кто-либо другой на это будет, например, вот Украине. Сколько мы Украину поддерживаем, сколько мы делаем, за все это время ни один украинский журналист не задал просто один вопрос Ахмеду Закаеву, почему говорят, что вы работаете на Кремль. Не говоря уже про факты, которые мы приводим, доказательства, которые мы приводим. Вот с этими фактами. Просто ни один журналист этого не сказал. Понимаете? Каждый преследует свою цель. Вот им нужна поддержка. Да, вот вы, братья, украинцы говорили, вот мы сожалеем, что когда был геноцид, мы молчали, мы вас не поддерживали. Это в самом начале было. Сейчас чеченская помощь, чеченские слова или чеченские войска, которые там, воины, которые там находятся, ну, не такая большая это уже помощь. И вся информационная, политическая, мировая система поддерживает Украину. И вот мы к нам относимся соответственно. Тогда бы, если бы какой-нибудь СБУ или какой-нибудь Золкин или Карпенко или какие-нибудь другие Гордоны, если бы они гнали бы на чеченцев, то тогда бы украинское общество их заткнуло бы. Потому что тогда каждый голос был важен. С той стороны засылались кадыровцы, сюда приехал Иса Мунаев, Муслим Чуберлоевский, и вроде бы, все, вот спасение. Украинские воины говорили, у нас дела спражные, к нам приехали братья-чеченцы, там мы вместе, там 3-10, говорили. Это поднимало дух, это было нужно.
Сейчас, когда это не нужно, когда в этом нет острой необходимости для Украины, мы видим полный игнор. Представьте себе, невероятно просто, да, может, ну как это так? Почему все молчат? У меня там куча блогеров, там каких-то украинских, третьих. Никто об этом не говорит, свою власть об этом не спрашивает. Просто молчат, плевали. Вот так бывает, если вы сталкиваетесь с реал-политикой. С реал-политикой. Поэтому нам нужно поддерживать самих себя. Конечно, нужно поддерживать справедливость. Я думаю, в этом смысле израильтяне, евреи совсем будут другими. Вот из личного опыта общения с евреями я имею в виду. Хотя, может, на государственном уровне тоже скажут, да, террористы, исламисты. Например, есть евреи, которые ну, просто с ума сходят, гонят на ислам весь. Я говорю, ну, я мусульманин, я ничего вам плохого не имею. Вот я свою религию знаю, я не просто так ее инертно соблюдаю. Я ее изучал, я знаю свою религию. У нас самая милосердная, самая человечная, самая добрая, самая нормальная религия. Это какие-то проповедники по-разному преподносят. Нет, все мусульмане это убийцы, террористы, там уже доходит до того, там не знаю, насколько правда или нет, что оказывается геноцид евреев в Европе, в Германии в частности, по вине мусульманского какого-то там муллы, там, папа какого-то там был. Ну, стоп. Во-первых, это был араб, о котором говорят, не знаю, насколько достоверно или нет. У вас с арабами конфликт, а при чем здесь мусульмане? Ну, и тогда давайте всех христиан будем, католиков, и немцы же, нацисты же были же католиками, давайте всех католиков будем. Они же кресты дарили, все под Божьи законы там, и так далее делали. Поэтому эти вещи сложные. Нужно быть опытным, нужно понимать, что можно получить черную неблагодарность. Но мы это делаем не для того, чтобы заслужить наград каких-то, но из-за справедливости. Я считаю, что сегодня Израиль дерется за право жить. То, что он превышает свои какие-то там допустимые применения, чрезмерно силу применяет, ну, это на совести конкретных военных, кто так делает. Если есть доказательства, нужно привлекать в соответствии с международным правом к уголовной ответственности. Евреи сажали своих военных преступников или людей, совершивших преступления военное во время войны или во время полицейской операции. Так в целом Израиль имеет право защищаться, и это его святая обязанность, святой долг. И тогда евреи не были бы теми евреями, которыми они являются. Их бы не уважали бы во всем мире, если бы они бы не дрались за свое. Правильно делают. Превышать нельзя, чтобы тоже не вырезали, не забрасывали, что Аслан одобряет геноцид палестинского народа, будут говорить. Нет, ни в коем случае. Но я не одобряю также и геноцид еврейского народа, в отличие от некоторых. Вот такие вот вещи. Как-то так, друзья. Чеченский еврей говорит. Это вот тоже у вас любимое занятие, назвать меня евреем, потому что, ну, чтобы сказать, чтобы другие чеченцы не поддерживали. А вы знаете, что чеченцы уже начали поддерживать евреев. Вы знаете, что ваша пропаганда ломается только лишь вот одним нашим каналом. Просто как хребет ломаем вашу пропаганду, понимаете? Потому что вы анонимные лжецы, которые ничего не делаете, либо делаете в угоду России, либо нагло лжете, или же либо лжете, либо даете себя обманывать и вводите в заблуждение. Вот, все меняется. Отношение чеченцев, я уже убежден, что бы вы на меня ни говорили, я еврей, там, я гордился бы, если я был бы евреем. Гордился бы. Но я чеченец, и поэтому вы хотите меня, вы знаете, что ни на один мой аргумент у вас нет ответа, и вы меня называете
евреям, чтобы сделать так, что, да, он же, конечно, за своих он будет. Так вот, я чеченец, и я за своих. Понимаете? И евреи имеют все законные основания защищать свою страну. И знаете, большому сожалению, вот сейчас ту же Палестину делают в Чечне. Ту же Палестину делают в Чечне. Вот эти все арабские страны, Саудовская Аравия, Турция будет помогать, хоть она и не мусульманская страна, но все равно любит она Россию услужить за счет чужих интересов. Да? И нас хотят вот такими вот исламистами, террористами представить. И я считаю, что арабы Палестины – это жертвы. Жертвы, когда тогда, в 1948 году, когда два государства нужно было образовать, их использовали, этих арабов. Сказали, вот там они ваши земли захватывают, там подняли их на этой волне. И в конце концов вот этот анклав, сектор Газа, это палестинская автономия, вот эти территории, вот эти части полностью под контролем российских спецслужб и иранских спецслужб. Начали из этих людей культивировать ненависть по отношению к евреям. И у них теперь задача, что вырастить сына, он убьет двух женщин на остановке и получит деньги. И станет шахидом. И все будут гордиться, будет фотография его рядом с Путиным висеть и Асадом, что вот он герой такой. И их мама сможет других своих детей прокормить и так далее. Вот весь заработок, вся жизнь. И они фактически из умнейших людей, живших в Палестине, образованных людей, успешных людей, оказавшись под контролем КГБ и иранских, ну, в первую очередь КГБ СССР, они стали вот, ну, жертвами. Все. Их теперь дети, внуки, ну, ничего не понимают, кроме как убить еврея. Ради чего убить, за что убить. Да? Какие-то основания же должны быть. Какого еврея убить? Можно ли ребеночка убивать? Вопрос просто, чтобы международное право, там, ислам разрешает это, нет, чтобы выяснить вопрос. Мы же все знаем это, правильно? Женщин, детей, безоружных убивать нельзя категорически. Ни международное право это не позволяет. И вот это жертвы. Фактически они жертвы. Ну, у Израиля другого выбора теперь нет. Да, им пытались объяснить, их замасливать, их задабривать их деньгами пытались. Ну, в итоге 1200 убитыми, больше 200 человек загнанными, угнанными, заложники получили. Вот весь итог задабривания. Теперь говорят другими, теперь говорят языком орудий, языком пушек. К большому сожалению, вся война – это преступление. Вся война. Но когда говорят, что убийство арабов Палестины – это убийство, это преступление, а убийство 1200 до этого, провокацию, совершенную вот этими террористами, ублюдками Хамас, игнорируют, то вы такие же, как и Хамас, такие же фашисты. Это самый настоящий фашизм. По-другому это не объясняется. Вот такие вот вещи, друзья. Все эти вещи нам нужно знать, аккуратненько, выходить, доходить, находить точки соприкосновения. Нам нужно выкарабкаться из этой всей каши. Нас сейчас бомбят с 5 стран. Да, Наталья, Израиль, я знаю, я знаю. Я знаю. Многие сейчас чеченцы начали понимать. Конечно, Наталья, конечно, мы здесь не кукурузу охраняем. Мы людям разъясняем, объясняем, доказываем. А нам верят. А нам верят, потому что мы не врем. И чеченцы знают. И как только мы перестанем говорить правду, и один раз соврем, я вас уверяю, ни один чеченец никогда больше мне не поверит. Никогда. А мы не соврем. И они это знают, да, Алла, и мы это знаем. За Россию как? Спасибо, Чарльз Дарвин. Чарльз Дарвин.
Если бы ты не врал, то бы ты не сидел бы с 26 челами на стриме, говорит. Ну, во-первых, не 26, Невада, а ты с ними сменил бы Невада. А 31, ну, во-первых. А здесь 125 в YouTube у меня смотрят, понимаешь? Но дело в том, что вы меня постоянно атакуете мой канал. Монетизацию убрали, жалобы пишете, мои каналы блокируют. На территории фашистской России запрещен. Меня вы днем и ночью дискредитируете. Вот представьте себе, даже 20 сейчас 8 человек, которые сейчас еще есть на стриме, они хорошо, они здесь остались, при том, сколько вы на меня лжи выливаете. Просто невероятно. Но мне это не важно. Важно то, что чеченцы начали думать. Евреи нам не враги. Евреи, если мы умеем правильно с ними выстроить отношения, это самые лучшие нам будут друзья и союзники. Потому что по моей жизни я могу сказать, еврей – это человек, который держит слово. Вот я в своей жизни увидел от еврея именно это. Не то, что они богатые, это тоже так вилами на воде писано. Есть и богатые, разные есть. Но, а вот тоже держит слово, вот это за евреем. Это я могу засвидетельствовать. Спасибо, Чарльз Дарвин. Что сделает Трамп, если победит для Украины? Что он сделает? Я не знаю, добро с кулаками. Я пока не знаю. У нас в Пензе тоже есть мода на ненависть евреев, говорит Биллионс. Знаешь, Биллионс, антисемитизм, антиамериканизм и чеченофобия – это обязательное условие для русского офицера. Они перед чеченцами не будут вам прямо говорить, особенно грамотный, образованный русский офицер, он никогда не будет вам проказывать свое пренебрежение, свое там, наоборот, он будет слишком подчеркнутый, вежливый. Я представляю, он с евреями, с американцами также себя ведет, с нами. Но как только он отвернется, он самый главный враг это будет чеченец, еврей и американец. И если из этих трех кто-то не является настоящим им врагом, что вот он к евреям хорошо относится, вот он к евреям, чеченцам плохо относится, а вот американцев он уважает, или же он евреев и американцев ненавидит, а чеченцев он уважает. Все. Вот в таких случаях этот человек не может быть русским офицером. Это обязательное условие, это скрепа русского офицерства. Понимаете? Я вам со всей ответственностью это заявляю. Со всей ответственностью. Я знаю, о чем я говорю. Вот такие вот. Поэтому, если нету антисемитизма, то вы попали не в Россию. Основное спасибо из Израиля, и Ичкерия будет свободной. Нужно объединяться против Асизла. Абсолютно с вами, Луна, согласен. Спасибо вам. Ам Израиль хай. Тода раба. На этом, друзья, я свой стрим закончу. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. Все будет Ичкерия. Слава Украине. О Аллах, благослови Америку. Ам Израиль хай. Ади кюэль маш. Всего самого хорошего, друзья. Завтра стрим с Аядом Идиговым на русском языке. И будет очень интересно. Будем задавать острейшие вопросы. Заходите. Всего самого хорошего. Спасибо за подарки. Ади кюэль маш. До свидания, друзья.